И у нас в гостях председатель отделения Русского географического общества в Республике Саха-Якутия Горохов Александр Васильевич. И этот год он знаменателен тем, что будет проходить общий съезд нашего общества. Вот на днях он будет в городе Москве. И она совпала вот с юбилейным годом. Я хотел бы поздравить вас с президентской благодарностью за вклад нашего отделения, якутского отделения. Да, это прежде всего, я считаю, награда не мне лично, а в целом оценка деятельности отделения Русского географического общества в Республике Саха-Якутия. И мы в этот юбилейный год проводим различные мероприятия. Они довольно-таки обширны. И прежде всего связаны они с теми патриотическими большими мероприятиями, которые проводятся в рамках этого года юбилейного. Также в этом году 300 лет исполняется началу великих северных экспедиций. Это первая Камчатская экспедиция, вторая Камчатская экспедиция под руководством Витуса Беринга, которая была начата в 1725 году по велению императора всей Руси Петра I. В 300-летию Беринга у нас очень много мероприятий было и просветительских, и таких административных. Даже вот мы инициировали момент, что имя Витуса Беринга будет присвоено вот бывшему там речному училищу, как мы говорим сейчас, сейчас она филиал Новосибирского института водных путей, тоже считаю одно из достижений нашего отделения. Да, почему именно имени Витуса Беринга? Я считаю, что здесь очень такой момент исторической справедливости, потому что именно Витус Беринг первый обосновал здесь навигатскую школу. Также в этом году исполняется 500 лет морпутей. Ну и, конечно же, великому событию это 80 лет победы в Великой Отечественной войне. Вот эти 4 наших юбилейных события, даты в этом году, мы, по большому счету, под эти даты проводим мероприятия. В составе якутского отделения 450 членов. Это те люди, которые не по каким-то денежным событиям, никто их не заставляет, они добровольно разделяют наши цели и задачи, и, соответственно, мы все вместе проводим мероприятия, экспедиции, научно-просветительские конференции, и, в общем, такой широкий спектр наших мероприятий, которые отвечают целям и задачам нашего общества. При этом нужно ответить, что общество объединяет от мала до велика, так скажем. Я знаю, что в обществе есть члены и доктора наук, и профессоры, и в то же время дети. Да, конечно. Здесь нет возрастного ограничения. Вот очень много лет у нас проводилась экспедиция на Новосибирские острова под руководством Альберта Протопова, доктора тоже биологических наук. Очень у нас проводится планомерно системно проект «Пути великих свершений». Это у нас Георгий Дмитриевич Никонов, советник главы, который долгое время возглавлял наших представительств Хабаровский, Дальний Восток знает как свои 5 пальцев. И у него вот родился такой замечательный проект «Пути великих свершений», в котором он планомерно показывает значимость, да, Якутска в освоении Дальнего Востока. Вот севера, Тихоокеанское побережье, вот, Охотское, это все проходило через Якутск. И Якутск является городом, отцом дальневосточным, да, отцом дальневосточных. Мы это дело тоже везде говорим, показываем и, соответственно, просвещаем, да, народ. Находкин, да, Николай Александрович, со своим проектом по экспедиционным проектам, которые тоже прогремели на весь мир, наверное, можно сказать, да. Проект по экспедиции полюс холода объединяет океаны, когда из Тихого океана через Индигурку на водном транспорте пошли до Северного Ледовитого океана. На катамаране до острова Бенетта. Да? Это очень такие яркие проекты. Дугуйдан Винокуров свои проекты по популяризации лошадей. Это якутской породы. Когда он с Амикона дошел до
города Москвы, до Первопрестольной, тоже мы очень сильно помогали, везде привлекали наши отделения, маврическое взаимодействие, вот она проявилась в полной мере в таких экспедициях. Аймекон Магадан, да, когда он до Синчана дошел, в самый холодный период года и ночевал прямо на улице. Это январь-февраль был, и, соответственно, также показал возможности якутской лошади. Есть у нас просветительские проекты, которые связаны со школьниками. Есть у нас очень сильное отделение на местах. Это Гуков Александр Юрьевич, который проводит очень много мероприятий с детьми в Тиксе. Да? Ну, универсальный человек, музей краеведческий, Да, это... доктор биологических наук и еще директор спортивной школы. Он живет тем, что занимается с детьми. Это очень прекрасно, и мы понимаем, что на таких людях держится наше общество. У нас есть молодежный центр, он был тоже открыт совсем недавно. Он объединяет молодежные клубы, которые есть у нас в республике. Русское географическое общество – это одна команда большая. Я, как член президиума Русского географического общества, есть такой орган совещательный, Совет регионов. Внутри Совета регионов есть президиум. Это один представитель из федеральных округов представляет свои округа в этом президиуме. Вот я представитель Дальневосточного федерального округа и, соответственно, представляю, ну, не то что интересы, а в целом... Это как бы центр управления, да? Ну, она не управленческого характера, но, по крайней мере, мы проводим какие-то вот мероприятия совместные, мы информируем, да, вот она такая больше информационного характера, да, но тем не менее вот я там, и мы все вместе очень дружно, широко и масштабно проводим географический диктант. Диктант, который проводится по всей Российской Федерации. Ну, не только, мне сказали, там 137 стран. Международных, да? Международный статус она получила вот лет 5 назад. Лидерских позициях находимся благодаря нашим, вот вы сказали, докторам, ну, да, Михаил Михайлович Чаросов, и же команда под его руководством. Правительство очень активно в этом участвует, Балакина Ольга Валерьевна, зампредседателя правительства. И вот всей этой большой командой мы масштабно проводим географический диктант. Даже у вас есть попечительский совет? Да, попечительский совет у нас возглавляет наш глава республики Алексей Сергеевич Николаев. Кстати, он тоже недавно получил награду, почетную грамоту от президента нашей страны, как раз также за активное участие в работе Русского географического общества в целом по Российской Федерации. Мы тоже этим очень гордимся, потому что тоже оценка работы нашего отделения. В этом году прошел большой этап экспедиции, 5000 километров. На парусной яхте вышли из города Якутска и дошли до Анадыря. В современной истории, наверное, вот такая первая удачная попытка, когда с города Якутска дошли до Анадыря. Да? Но в целом, в основном, это парусная яхта. Да, мотор есть, 9-сильный, ну, 9 лошадиных сил, это понятно, для подрулить, что-то там маленько, там, пару метров в сот пройти. Да? В этой экспедиции участвовали люди, и даже не моряки, понимаете? И это были вы, как врач, как руководитель, да? Ну да, нас 3 человека, нашей команды экипажа. Потому что яхта небольшая, и там действительно только оптимально 3 человека. И но это же факт, что опыта у вас и вашего помощника не было. Да, это совершенно правильно. И у капитана-то, по большому счету, большого опыта хождения по морям не было. Да? Так тем более не просто по морям, а в условиях морского пути. Это... Да, но сейчас уже можно сказать, что мы прошли по 4 морям, 3 пролива. А ваша цель вот этой экспедиции конечная дойти куда? До города Охотска. И тогда мы закроем полностью весь путь Беринга. Да? Проводим такой тоже международный проект. Он связан с тем, что наши соотечественники, россияне, методом народной дипломатии доставили землю из родного города Хонс. Они взяли прямо у дома, где он родился. И этот мешочек с землей было доставлено в город Санкт-Петербург. И оттуда она дошла до Якутска. И мы с Якутска по
следам Великой Северной экспедиции должны доставить до Командорских островов, до острова Беринга, где покоится командор, капитан. Доведем до конца в следующем году. И одно из таких наших первых мероприятий это было проведение установку памятного знака на месте гибели отряда Питера Лосиниуса. Это в Хару-Улахе. Это один из отрядов Беринга. Да, это один из отрядов Беринга, у которого судьба трагическая. Из более чем 40 членов команды осталось только в живых 9. Да? И здесь мы поставили знак в честь 300-летия начала от нашего отделения, да? Знак благодарности и восхищения силой и мужеством первопроходцев. И также там же мы провели мероприятие по фото и видеофиксации обелиска, который был поставлен в 70-е годы, был внесен в реестр культурных объектов нашей республики, но четкой фотофиксации и описания его, и геолокации не было. Мы это провели, и, соответственно, эту информацию передадим Николаю Ивановичу Макарову. Одна из целей и задач – это встреча с населением, говорить про те проекты, которые делает Русское географическое общество, про великие географические открытия, про ту роль, которую играет, я надеюсь, до сих пор Якутск в освоении Дальнего Востока, в развитии его. Встреча со школьниками, вот мы назвали встречу со школьниками навигатская школа РГО. И наш капитан рассказывает про яхтинг, про парусный спорт, про основные понятия. Если есть возможность, была возможность, когда яхта имела возможность встать у берега, пристать, мы заводили детей на яхту, показывали. Очень интересно было, конечно. И гордость, что мы это сделали, что это свершилось. Это до сих пор у меня в душе и у членов нашей команды есть. И благодаря, прежде всего, той поддержке, которая была оказана нашим родными, береговым нашим штабом, Русским географическим обществом, теми, допустим, везде, куда бы ни приходили, есть члены Русского географического общества. Как Максим Егорович сказал, что я понял, говорит, что РГО – это сила. А именно вот с народной поддержкой это оказалось возможным. Географическое общество объединяет людей. Да, я вот, тоже говорил, и это не устану повторять, что вместе с Русским географическим обществом в жизни измеряются самые смелые проекты и мечты.